прекратить убийства на дорогах с участием свадебных кортежей, а также ограничить количество машин в них. Эта тема была актуальна давно, но в свете последних событий вопрос встал ребром. Одними из первых решить эту проблему собрались жители Кантышева. Встреча, посвященная этой теме, прошла в центральной мечети сельского поселения. Отныне в свадебном кортеже могут участвовать только 4 машины, а тем, кто нарушил это правило, грозит серьезный штраф. Шумным свадьбам со стрельбой из огнестрельного оружия, высокоскоростной ездой и дрифтами жесткое табу. Отныне помимо правоохранительных служб за этим будут следить и старейшины. Пока эти санкции распространяются только для жителей сельского поселения Кантышева, но хочется верить, что и хороший пример заразителен. نجحنا ستأتوا ديش حمد لله مخكو باش خادم من قال قلدها خادم حتى يتصدق وده وده Это тот случай, когда коллективный подход к решению возникшей проблемы дает положительный результат. Старейшины каждого тейпа, проживающего в Кантышево, высказали свое мнение на собрании 14 сентября. На повестке дня был один вопрос – навести порядок в свадебных кортежах. машина ждуку жерта квеметти готие цейг герзж детерниш лорнах унзер бах нага соктуна жур дуко кегина ваш каш охуш машина жвашки ятж яшар анц я адылц единен яким ден пейт босж лоч оланч чидандерве хам имармгора. Новые правила для кортежей в селении четко разъясняют, кто может ехать за невестой в день свадьбы. Так, свадебная колонна состоит из 4 машин. В первой находится мулла и старейшина, во второй невеста и сопровождающий, в третьей молодежь эскорта, в четвертой экипаж, который будет контролировать длину кортежа и соблюдение его участниками правил дорожного движения. خلايا مشان يودي دا كي حماش نيتو أرولش تسن بقول جوي وهو خداوة شاسجا وي بقول جات وي بقول سوات وي برميتوات. Количество машин – это не единственное ограничение. Отныне жесткое наказание ждет и тех, кто будет вести бесцельную стрельбу. Им придется заплатить 50 тысяч рублей, так что эта шалость может влететь в копеечку. Участникам этой свадебной процессии повезло, что в то время эти правила еще не вступили в силу. Заплатить пришлось бы немало. Жесткие правила для свадебных кортежей – это итог аварии с их участием. Последняя из таких произошла 6 сентября на трассе Назрань-Кантышево. В то воскресенье погибли сразу 3 человека. Все они были членами одной семьи. Новость о том, что в свадебных кортежах будет наведен порядок, восприняли положительно и стар, и млад. Это правильный пример для нашей молодежи в дальнейшем и для нашего поколения. Сам будешь следовать? Да, Лэндри, иншаллах, сам тоже буду этому следовать. Молодежь тоже призываю, чтобы мы следовали всему этому. Нужно исключить все это. После того, как в Кантышево утвердили регламент свадеб на территории сельского поселения, только за одно воскресенье провели 7 торжеств. За этот день нарушений не выявлено. Точно неизвестно, с какой свадьбы кадры этого видео, но по нему видно, что новый закон о кортежах начал действовать. Остается только надеяться, что это не затишье перед бурей. То, что старейшины и религиозные деятели подключились к профилактике правонарушений, не значит, что свою работу не будут выполнять сотрудники ГИБДД. Одно другому не мешает. Главное – результат. За минувший воскресный день на дорогах республики выявлено более 40 нарушений ПДД. Большинство провинившихся – участники свадебных кортежей. В эти нарушения входит это управление транспортным средством без водительских удостоверений, это управление транспортным средством без регистрационных знаков, это управление транспортным средством под ложными регистрационными знаками, это нарушение правил обгона и выезда на полосу встречного движения, это неиспользование ремней безопасности,
Все те факторы, которые влияют сегодня на статистику аварийности, были выявлены в минувшее воскресенье. С начала 2020 года на дорогах республики произошло около 150 аварий. В них погибли около полусотни человек, среди которых есть и дети. Более 200 пострадали. Статистика не показывает, сколько из общего количества аварий участники кортежа, но точно их немало. А как работают новые меры профилактики, введенные в сельском поселении Кантышево, покажет время. Муслим Ганиев, Магомед Белакиев, Новости 24.